ты. Сегодня пораньше даже начал. Так, стрим у меня будет, максимум полчаса. Буду поглядывать, чтобы мне успеть, в общем, по всем моим делам. Так, эта неделя, честно говоря, такая сложноватая, напряженная. Ну, что делаешь? Постараюсь выходить. На выходных точно выйду в стрим. Так, Рокты, Характы. Сейчас день, наверное, честно говоря, людям некогда. Ладно, я тогда, наверное, начну разговор, а вы затем уже подключитесь, в записи посмотрите, потому что времени нет. Так, Худут. Сегодня заявленная тема у меня про бурятскую фабрику троллей, но это, наверное, чуть попозже. Также я хочу поговорить про трайбализм. И третья тема – это про в целом общее положение на фронте. Все уже, с этого и начнем. Все уже эксперты отмечают, что российская атака, вторжение, нынешнее это наступление провалилось, что никаких серьезных, да, в общем-то, там какие-то ерундовые совсем успехи, да, так сказать. И в целом, о чем это всем говорит? О том, конечно, что самое главное, нет никакой, как бы сказать, стратегии, да, понимания, как вообще действовать, как необходимо воевать. То есть этого не наблюдается, и в целом большие проблемы. Даже расконсервировали БТР Т-50, оказывается, они до сих пор хранились на этом, висели на балансе, в НЗ были, и, в общем, даже вот эти БТР-50 и то кинули в бой. Это, конечно, о чем это говорит? О том, что большие проблемы с вооружением в России, тем более президент Ирана умер. Ну да, понятное дело, что это, как умер, разбился, да, погиб в катастрофе. Оказывается, очень жестокий человек. Благодаря ему большое количество расстрелов, репрессий произошло. Человек страшный был. Да, понятное дело, что это не ключевая фигура в Иране, там еще аятолла есть, но тем не менее все равно какая-то нестабильная ситуация сейчас там будет, и все это будет влиять в том числе и на поставки вооружения с Ирана. И если так взять, то смотрите, откуда еще брать вооружение России, да? У них основные поставщики это, получается, Северная Корея, Иран. Китай через Северную Корею, да, получается, поставляет. Или, так сказать, не мешает, одним словом. И сейчас с этим начнутся большие проблемы. Поэтому все это говорит о том, что видимо, многие эксперты предрекают, но я не знаю, мне как-то все под сомнением, мне кажется, это что будет какое-то перемирие, потому что, как сказать, так, все, обе стороны выдохлись, и этот падает опять. Обе стороны выдохлись, и нужно перемирие, нужно восстанавливаться и так далее. Но если говорить про Украину, я так не считаю. Наоборот, поставки вооружения идут и будут идти. И наоборот, Украина сейчас в более выигрышном
по части вооружения находится в положении. Поэтому, ну, про это вот я, честно говоря, сомневаюсь. И, на мой взгляд, возможно, даже перемирия никакого не будет. Так война дальше и продолжится. Кстати, в связи с этими событиями интересные новости, да. У одного из депутатов в телеграм-канале была заметка о всеобщей мобилизации. Она будет, если Россия объявит официальную войну Украине. Но на самом деле посмотрим, как это все в реальности будет. И так, что-то я тут комментарий прочитал, потерялся. Так, ладно, комментарий сперва прочитаю. СМБНА, Юнда Харю, Угангуш, мини-комментарий, да. Ну, смотрите, вот Тензин Дажи как раз сам объявился, да, здесь, в этом. Смотрите, как дело было, да. Вот человек пересмотрел зачем-то стрим целиком. И затем, вот еще пишет, зачем меня голословно обвиняешь за один комментарий, который про независимость. Вот человек, получается, зачем-то пересмотрел этот стрим и нашел фразу, где Владаев говорит про я еще раз тебе говорю, я за парней, которые, за наших парней, которые там воюют. Ну, как сказать, я уже сколько раз это объяснял, что наши буряты, это уже независимая страна, что ли? Они воюют не за Россию, ну, если ты подписал контракт с Минобороны РФ, ты воюешь автоматически за Россию. Ну, там все бывает на войне. И бывает такое, что и, к сожалению, мирных убивают, и мы не знаем точно. Он уже не сказал закон. Ну, не надо тупить. Вот это вот, что за бред? Он сказал за наших парней, которые там воюют. Что за бред? Вот это что? Вы, извиняюсь, идиот или что? Вы что, не понимаете, что две стороны воюют? Одна вторглась, а другая обороняется. Вот это вот надо просто понимать, наверное. Как это можно быть за наших парней? Это тот же самый, это я вот, если к теме фабрики троллей переходить, про это и, как сказать, про их нарративы, про их... Так почему же ты меня обвиняешь? Ну, вы же написали, что вот Уладай высказался за независимость, за бурят-монголов. Он там ничего не высказался ни за независимость, ни за бурят-монголов. Он сказал, я за наших ребят, которые там воюют, которые воюют против Украины, которые, ну я не знаю, я надеюсь, что такого нет, но тем не менее, возможно, убивают мирных там жителей, да, и так далее. Значит, вы это все поддерживаете, если вы с таким прям восклицанием или еще что-то. Еще потом какой-то бред пишете, что вот у меня там сердце болит, что-то там, хочу вас помирить. И нахера все это нужно вообще? Зачем вам вообще влезать в эти какие-то дела, кого-то там с кем-то мирить? Что за бред вообще? Это все, как бы сказать, не какая-то ерунда вообще. Это на самом деле как бы все серьезно. Здесь идет на самом-то деле идеологическая, можно сказать, информационная война тех людей, кто за независимость, и тех, кто хочет все это дело превратить, ну как сказать, ну, в очередной варк, короче, грубо говоря. Поэтому надо здесь, как бы сказать, немножко думать, прежде чем писать, и вообще слушать, что люди говорят, а не просто хвататься за одно какое-то слово, и еще и нарративы вот эти вот, которые пропаганда использует. Это же они используют. Вот нам надо быть за наших, несмотря ни на что, что они делают, да, пускай они там убивают украинцев, пускай они мирных гасят, но мы типа все равно за них должны быть. Так как бы не канает, так не пойдет, что вот в любом случае мы должны быть вот за наших бурятов, хоть они что там делают, хоть они пускай там, не знаю, ну, короче, поняли, да, одним словом. Поэтому так не пойдет. И если говорить о
И если говорить о фабрике троллей, то как раз таки вот, возможно, вы и есть один из людей, которые на этой фабрике работают. Ну, примерно я представляю, там был какой-то материал про эту фабрику троллей, кто ее организатор, какие у них задачи и кто там работает, студенты в основном. Также берут, видимо, со знанием бурятского языка. Ну и какая основная задача-то? Понятно, купировать всех, кто как-то критически относится к власти, кто какое-то имеет собственное мнение. Сейчас, тем более в условиях войны, кто высказывается против войны. Все это дело эти товарищи, конечно, купируют. То есть, каким образом купируют? Они пишут комментарии и пытаются все это дело на нет свести. Фух, как жарко. Так, про фабрику троллей. Фабрика троллей, да? Ну, она, конечно же, есть на самом деле. Странно было бы, если бы ее не было. Существует она тоже порядочно уже. Про это необходимо, я считаю, какое-то расследование, наверное, сделать, выяснить. Ну, хотя кое-какая информация есть в сети, надо ее просто подробно поискать еще. И найти бы людей, кто там работал когда-то. Ну, я так понимаю, они тоже там сильно большие зарплаты-то и не платят на самом деле. Так, где все эти комментарии читать, где все эти Пронькины и Уладаевы были до войны? Так, хороший вопрос. Повылазили герои как грибы. Ну, в принципе, да. Если Пронькиного касаться, вот я думал о его словах про трайбализм, да. И это очень странно, когда политик обвиняет своих, как сказать, избирателей в том, что они его, получается, не поддержали и не выбрали. Он конкретно кижингинских обвинял, да, ну, хоть бурят, короче, восточных бурят, так скажем. Вот, говорил, мы одни западные буряты, что-то делаем, вы там сидите, не поддерживаете. Ну, я понимаю, почему у них ничего не получилось, в принципе. Значит, вы сами плохо работали, вы, значит, не сумели сагитировать, как политики полностью провалились, не сумели людям довести мысль о том, что, ну, хотя и там, видите, постановка, видимо, вообще в целом все очень плохо было провалено именно с какой-то информационной работой. Ни на СМИ не смогли выйти или еще что-то. Можно, конечно, сейчас всех обвинять, что вот там была такая, как сказать, не было возможности и так далее. Но в конце концов, как это, мир-то помнит всегда победителей, а не проигравших. Поэтому как-то вот пенять на то, что не было условий и так далее, ну как бы у вас не получилось. Почему не получилось? Потому что, сами не смогли не заинтересовать восточных бурят, не более эффективно работать. И раз он сам говорит, вот мы все западные буряты там что-то делали, ну тогда понятно, почему все в Усть-Орду поехали. Я, конечно, ничего не имею ни против Усть-Орды, ни против западных вообще в целом бурят. Конечно, нет. Потому что у меня и друзей, и все такое полно, как среди русского населения. Но, видите, я имею в виду конкретно тех людей, которые на тот момент там двигались. Получается, не сумели, не смогли. Это как бы их, получается, уже личная ошибка, и в целом они почему-то сами не задумались, а почему тут только одни западные буряты, каким образом мы попытаемся объединить всех бурят. То есть, получается, эти 700 человек, которые тогда пришли, это были одни западные буряты, что ли, в театр оперы и балета.
То есть, видите, вот это вот, ну, по сути, тройболизм, надо с ним прекращать, и поэтому я вот обращаюсь ко всем активистам тех годов, кто сейчас что-то пытается тоже говорить, прекращайте заниматься вот этим вот тройболизмом, не нужно действовать как бы только от своего землячества, от своей деревни, поэтому необходимо всех бурят консолидировать и со всеми уметь договариваться, говорить, предлагать и не обижаться, да, если тебя там не поддержали или еще что-то. Ну, что поделаешь. В конце концов, не у всех есть такой талант договариваться, разговаривать с людьми. Поэтому, в общем-то, постарайтесь быть более эффективными сами. Ну, честно говоря, вот про деятелей 90-х, ну, мое мнение, что уже как бы это люди-то вряд ли что-то могут. Вряд ли могут они что-то реально действовать в новое время, если в 90-е это не удалось просто. Ну, разве что вот мемуары, как бы, да, об этом рассказать. Ну и поэтому вот ко всем современным, да, активистам хочется обратиться и сказать, что нужно вовлекать не только своих земляков, там, родственников, да, в это дело и как бы на них опору делать, а нужно действительно привлекать всех бурят, чтобы вы представляли действительно все бурятское население, а не только свою, ну, свое землячество, грубо говоря. Поэтому какой там тройболизм среди молодежи, такого нет. Может быть, среди старых он есть, но не у молодежи. Но у деятелей 90-х годов, я так понял, он точно был, этот тройболизм. Они его не смогли до сих пор пережить. И, ну, к сожалению, вот так вот. Что получилось, то получилось в итоге. И, в общем-то, и не смогли сформулировать на тот момент идею о независимости. Честно говоря, я даже сейчас вот не понимаю, чего они вообще в итоге-то хотели, если они опору на весь бурятский народ не делали, если они рассчитывали на свое, получается, землячество, если еще и так критически как-то относились, вот там меня кижингинские не поддержали или еще что-то, но это твоя как бы проблема, то, что тебя не поддержали, ты же политик, публичная личность, это как артист, можно сказать. Типа вот я спел песню и людям не понравилось, значит все люди тупые, а я вот такой вот один гений. Ну как бы это же не так работает. Я понимаю, непризнанный гений, вот это вот все. То есть у меня такое впечатление складывается вот про деятелей 90-х, что они вот как бы вот так себя, видимо, позиционировали, что вот мы такие гении, и народ нас не понял, и все, и надо на них обидеться. Такие дела. Так. Короче, я попал, видимо, еще в теневой бан. Видимо, эти жаловались боты на меня, что ли, потому что у меня охваты упали. И поэтому надо это как-то выходить. Но как выходить, это надо репосты делать, просмотры и активность. Ну, сейчас я буду пытаться выходить из этого теневого бана. Ну, я вижу же, что эта история давненько так-то началась, потому что у меня просмотры очень хорошие были. Шел я как бы наверх, но потом боты не дремлют, начали жаловаться, видимо, и так далее. Такие дела. Так, 2 темы я осветил. 3-я тема — это у нас наступление, а затем вот это вот тройболизм и и эти, как их, тролли, да. Ну, смотрите, у троллей какая, я про них немножко уже сказал, тролли какая задача-то главная. Они как раз таки поддерживают же, согласитесь, вот, некоторых моих оппонентов. То есть они там вообще не выступают, ничего не пишут, ну, то есть наоборот, пишут в поддержку. И у них, я вот заметил, есть определенные нарративы, которые они постоянно повторяют, ну, потому что они действуют по методичке.
МРМД в то время все выживали, никто ничего не думал. Ну, в том-то и дело, что и сейчас никто ничего не думает в массе своей. В чья это, как бы сказать, ну, не то чтобы вина, вот смотрите, если ты вот вызвался кем-то, да, не знаю, там, певцом каким-то или еще что-то, то, как бы сказать, назывался груздем, полезай в кузов, да, как говорится. Одно и то же, потому что тройболизм нарративы, ну и да, вот упали просмотры. Это Зуртан. Зуртан новый канал, видимо, завел. Не, это не из-за этого точно зависит, потому что я потом объясню все это дело. Почему? Потому что оно, как сказать, у меня же как бы всероссийский был, получается, охват-то там, ну, просмотры какие-то вообще нереальные. А потом это все как-то свелось на нет. Но я понял, потому что этих сколько было ботов-то, вот это вот. Слава России там писали, все такое. Они все и жаловались. Ну, там и реальные люди, наверное, были. Ладно. Про все выживали, никто ничего не думал. Ну, в том-то и дело, что если никто ничего не думал, значит, это проблема тех, кто пытался что-то делать. То есть, если вот сейчас мы как-то неактивно действуем, это тоже наша проблема в первую очередь. Это не проблема всего населения-то. То есть, сидеть и обижаться на них, это тоже глупо. Это надо же все равно объяснять. Ну, раз ты уж назвался таким человеком, то сидеть и просто винить всех бурят, но это как бы последнее дело на самом деле, да. Значит, ты как-то что-то не так делаешь, если коллектив тебя не поддерживает, согласитесь. Трайбализм рожает тролли. Ну да, согласен. Сейчас в целом, видите, что хорошо, хотя тогда тоже по всем как бы республикам такое было, но сейчас это все равно какая-то более широкая реакция, что ли, пошла, особенно поначалу. Сейчас она, наверное, как-то потихоньку сдувается, но она тоже будет нарастать по мере того, как будет проблема с выживаемостью, да, так скажем, когда социальные обязательства государство перестанет выполнять. Но все равно рано или поздно это придет. Я у некоторых уже знакомых даже замечаю, то, что, ну, как бы сказать, задерживают зарплату и так далее. Тоже пишут же люди. То есть такая проблема объективно уже есть, начинается. И welcome 90-е, как говорится. Никуда они от этого не денутся. Деньги заканчиваются. Продаж как таковых нету. Поэтому все равно с этим придется жителям нынешней пока еще России столкнуться. Так что все еще впереди, как говорится. Другой момент, сколько все это времени займет. И еще, видите, важно все-таки доносить идею о том, что нужна полная независимость и консолидировать наше бурятское общество, а не разбивать его по там, землячествам и так далее. Даир, ты сам на всех не обижайся, не считай, что ты самый умный. Я не считаю, что я самый умный. Когда ты говорил, что ли, я поддерживаю твои начинания, но всех под одну гребенку не нужно. Но смотрите, надо здесь просто разделять, я же еще раз говорю. Как вы вообще сделали вывод из слов, которые Уладаев говорит, я тебе еще раз говорю, я за наших ребят, которые там воюют. Как вы сделали вывод, что он за бурят монголов? Это вообще разные понятия. Если бы он сказал, я вот, ну я даже не знаю, я же его конкретно спрашивал. То есть он меня спросил, ты за Украину или за Россию? Я говорю, я за Украину. Если она победит, Рашка развалится и все получается. И мы начнем независимость свою отстаивать. А он ну, так вот хитро ответил, я за наших ребят, которые там воюют. Это то же самое, что и вот этот вот нарратив
В любом случае, типа, надо поддерживать наших, несмотря ни на что, вот, хоть что они там делают, хоть они там фашистами стали, но все равно из тюрем выходят вот эти вот маньяки, там устраивают они в самой же Рашке различные преступления, там людей убивают и так далее. Ну, их в любом случае надо поддерживать, да. То есть вот как можно было из этого нарратива сделать про то, что он якобы за бурят-монголов, за независимость и так далее. Он вообще ничего такого не говорил. Поэтому вот что-то додумывать за человека вот абсолютно не надо. Так, Владаеву лицу не внушает доверие, скользкий тип какой-то. Султан Халтаров пишет, самый умный среди бурят это я. Как странно, что у меня в онлайне показывает всего 2 человека, а, видимо, смотрит все равно больше. Я говорю, что-то с ютубчиком у меня еще. Еще Саврамат говорит, что YouTube почему-то стал блокировать оппозиционные каналы. Ну, посмотрим, понижать типа их в раздаче, в рейтинге. Может быть, еще не приходят эти уведомления людям. Ну, может быть, еще время неудачно. Но такого вот, как сейчас, у меня прям давно не было, по-моему. Даже если по комментариям, комментарии людей больше пишет, чем, как бы сказать, в онлайне сидит. Это вообще странно очень. Странная ситуация. Ну ладно, завтра тоже постараюсь выйти, посмотреть, что завтра будет. Потому что сегодня я уже не успею. Так, ладно, Нухудут. В общем, основную тему, надеюсь, поняли. Если что, если совсем там мало будет просмотров, придется еще раз устроить стрим на эту же тему. Ну, в общем, если говорить о трайбализме, то в будущем надо опираться на весь бурятский народ, чтобы и восточные, и западные, и ну, вообще все буряты, все консолидировались, все были представлены, потому что очевидно, что какой-то один там клан или несколько кланов, или какое-то там землячество деревенское, да, оно не может представлять всю Бурятию и всю этническую Бурятию. Поэтому задумайтесь об этом, Нухудут. Поэтому и не было успеха в 90-х, всего 2. Да, я говорю, что это случилось, потому что людей-то явно заходит больше и пишут комментарии, но почему-то показывает, что там 2 или 1 человек смотрит. Посмотрим в итоге, сколько просмотров было. Так, что еще хотел сказать? Да, поэтому в 90-х годах и не было успеха, потому что они не опирались на широкие массы бурят. Они только вот, получается, как это западно-бурятская тусовка, получается, была. Непонятно, почему они сами не доперли, что надо приглашать всех бурят, то есть на всех опираться. Конечно, если вот они как бы своим землячеством работали, ну как бы ты закрулиться, что ли, хочешь? Да, я почему в такое время вышел? Ну, потому что я не могу просто физически. Мне там дела. Потом только скоро сломает YouTube. Ну, возможно. Поэтому надо опираться, конечно, на всех бурят. И я говорю еще раз, очень странно, что они сами не доперли на тот момент, что путь к успеху – это консолидация всех бурятов. Не только своего землячества. Ну и понятно, еще раз говорю, что почему они так все в Усть-Орду внезапно шагнули. Хотя против западных бурят я ничего не имею против вообще. И тем более против Усть-Орды и так далее. Как сказать, я вообще, честно говоря, не делю. И вот только здесь, в Ютубе, я вот с этим начал сталкиваться по-настоящему. По большому счету, вот лично я никогда с трайбализмом вообще не сталкивался. Я вот не знаю, может, потому что в городе вырос, да, и никогда вообще вот этого такого, чего-то такого, о чем говорят люди, да. Я вот только в Ютубе вот здесь вот про это все начал. Я знал, конечно, что это есть, вот, что какая-то нелюбовь, да, одних к другим, но мне всегда казалось, что это что-то когда-то давным-давно было, что все это неинтересно. А оказывается, ну как раз-таки это же люди старшего поколения, они этим, видимо, и жили, этим трайбализмом. И до сих пор даже его несут, как я понял. Ну ладно, Худут. Дзе.
Дело некотороболизма в том, что русские мозги промыли бурятам, что без них будем жить бедно. Даже среди молодежи такая идея глубоко сидит. Нет, но все равно с рыболизмом проблема есть. Ладно, за нахуй идут барила. Что-то у меня сегодня почему-то с показом, что людей так мало. Это вообще странно. Комментарии бышекты, лайки-то, викиты. За нахудут. Дахинул зитра. Баешта.